Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на апрель 2020 года для весов. Посмотрим, что ждет вас в этом месяце. Основные энергии. Тройка жезлов. 3 карты на отношения. Три карты на работу. И 2 карты на финансы. Итак, тройка жезлов. Карта говорит о том, что в этом месяце весы будут искать поддержку у близких людей, будут искать поддержку во внешнем мире, в деятельности тоже, может быть, будете искать новых людей, поставщиков, может быть, с кем работать вам как бы в новой какой-то сфере вы решите, да, то есть здесь у вас действительно одному не справиться, нужно искать людей себе в помощь, в поддержку, чтобы вместе продвигать какие-то идеи. Кроме того, это может быть еще и карта, связанная с каким-то прибавлением в вашей семье. Может быть, кто-то приедет или, может быть, кто-то будет просить вашей помощи. Также карта связана с обучениями и результатами от него. Какие-то дела с другими регионами будут решаться, и это будет иметь для вас большое значение. Тройка жезлов астрологически связана с Солнцем в Овне. Овен – это наше начинание, это то, что мы, может быть, в начале месяца начнем, уже в конце месяца мы можем получить результат по этой карте. Кроме того, здесь могут быть какие-то результаты в нашей внешности. Допустим, кто-то будет заниматься избавлением от лишнего веса, физическими упражнениями, кто-то будет заниматься лицом, в общем, здоровьем тоже, кстати. И здесь может быть успех. Все, что будет касаться нашего лица, тела, здесь вот может быть очень хороший результат в конце месяца, если вы в начале месяца начинаете. Для отношений, те, кто еще пока без пары, 9 мечей выпадает, карта говорит о том, что вам будет очень не хватать рядом человека, близкого, родного, и вы будете очень, может быть, много об этом думать, может быть, будут люди рядом с вами, у которых есть пара, и вы вот очень можете переживать по этому поводу. Карта говорит о том, что это лишнее, просто время ваше пока еще здесь не пришло, но 9 говорит о том, что как раз вот этот период одиночества заканчивается, то есть те обстоятельства, которые вас сдерживали, которые не давали вам встретиться с человеком вам подходящим, они наконец-то заканчиваются. Но вы, в принципе, зря переживаете, вы просто теряете силы, теряете энергию. Оно совершенно никак не может повлиять на то, что происходит в вашей жизни. Вот эти ваши переживания, они лишние, да, от них лучше избавиться. И карта говорит о том, что все вовремя придет в вашу жизнь, скорее всего, уже скоро появится человек, который вам близок вот именно по мировоззрению, по менталитету, у вас могут быть сходные интересы, вы можете как-то похоже реагировать на события, на людей. То есть, в принципе, у вас вот вам может повезти. Теперь посмотрим, что ждет тех, кто в паре. Здесь у нас выпадает карта старшего аркана повешенный. И карта говорит о том, что вы можете как-то тяжело воспринимать партнера именно в этом месяце. Вам будет казаться, что он вас ограничивает, вам будет казаться, что вам некомфортно, или, может быть, что он от вас слишком много хочет, слишком много требует. В общем, это может быть и на самом деле так, а может быть, это будет просто, может быть, какое-то чувство усталости, или, может быть, это будет просто... может быть, желание побыть в одиночестве, решить какие-то свои личные вопросы, а вы вот вынуждены решать вопросы супруга,
всех вокруг, да, то есть вы как-то слишком уж забыли о себе, о своей жизни, и такое ощущение, что не получается у вас по-другому пока что. Кроме того, эта карта еще говорит о том, что какие-то затянувшиеся проблемы в ваших отношениях пора решать. Так как вы привыкли это делать, не поможет решить вопрос. Нужно как-то по-другому, какие-то другие использовать подходы, методы, как-то по-другому общаться. Может быть, здесь действительно может помочь совет специалиста, психолога. Это вот очень было бы неплохо. Кроме того, карта говорит еще и о том, что если у вас с вашим партнером общие какие-то вот творческие есть интересы, вы вполне можете это время провести очень приятно рядом друг с другом, когда вот какое-то общее дело делаете, да, которое вам обоим доставляет удовольствие, удовлетворение. А также вот эта карта часто показывает занятия эзотерикой, что-то связанное с психологией здесь вот может быть проявится как-то, да, может быть действительно у кого-то это будет поход к специалисту, к психологу, который может помочь решить какую-то застарелую такую проблему, которая ну никак не сдвигается с места. Для тех, кто в ссоре, выпадает туз жезлов. Карта говорит о том, что есть возможность ситуацию перевести в совершенно другое измерение, на другой уровень. Есть возможность, прям будет такой шанс для того, чтобы помириться, исправить ситуацию. Скорее всего, это будет какая-то прямо ситуация, которой вы можете воспользоваться. И скорее всего, здесь не ваша инициатива будет, а вашего партнера даже. То есть ваш партнер может дать вам такой шанс для примирения. Ну и карта советует вам его не упускать, потому что для вас это действительно будет удача. Для работы выпадает карта Солнца для тех, кто в поиске работы. Но это, конечно же, удовлетворение вашего желания, получение работы, в общем, довольно-таки с высокой должностью и с высоким окладом. Или это работа с детьми, или же это работа по организации каких-то праздников, торжеств и так далее. Либо эта карта может говорить о том, что дайте себе время отдохнуть, отпуск себе дайте, устройте себе как бы такое время, когда вы можете просто как бы напитаться энергией, да, вот восполнить энергию, стать, может быть, энергичнее, здоровее, там, выспаться, решить какие-то вопросы личные, для того, чтобы уже с новыми силами тогда заниматься вот каким-то новым делом, новой деятельностью. То есть здесь два варианта. Либо отдохнуть и набраться сил, либо у вас действительно исполнится вот желание как бы, по выбору вашей работы новой. А для тех, кто работает, десятка жезлов, карта говорит о том, что будет трудное время, скорее всего, нужно будет успевать везде и сразу, очень много дел, очень много обязанностей, и, может быть, даже придется чужие обязанности на себя брать и доделывать что-то за кем-то. Но в любом случае вы справитесь, этот месяц завершения каких-то дел, каких-то важных проектов, и уже по истечению апреля будет намного легче в работе, и, может быть, даже вот результаты вашего труда будут замечены, и вам будет, может быть, даже предоставлена возможность повышения в должности или еще какие-то бонусы, может быть, повышение в зарплате, может быть, как-то у вас увеличится количество клиентов, благодаря которым вы зарабатываете больше. Но в любом случае здесь какое-то улучшение может быть. Результат вы получите здесь 100%, не зря будете трудиться. Для тех, у кого свое дело, туз кубков выпадает. Карта говорит о том, что есть возможность начать какое-то дело, о котором вы давно мечтали. Может быть, это что-то связанное с творчеством, либо просто это то дело, которое выражает вашу индивидуальность, либо это такое дело, которое будете вместе со своими близкими людьми затевать, родственниками или, может быть, партнером брачным. В общем, это
удовольствие, а не работа. И здесь для вас открываются очень хорошие возможности, очень хорошие шансы. Если же это не то направление, про которое я сейчас говорю, то карта тоже советует отдохнуть, расслабиться, может быть, отпуск себе устроить, может быть, как-то наполниться тоже энергией, заняться своим здоровьем, заняться своим настроем, для того, чтобы вот использовать все шансы, которые жизнь дает на благо себе. Вообще туз кубков карта очень хорошая, которая обещает нам не просто успех, но еще и удовлетворение от того, что мы делаем. Вот по этой карте всегда у нас работа за работу даже не считается. То есть мы просто радуемся жизни, мы живем в полную силу, да, то есть никакой здесь работы мы даже и не чувствуем. То есть работа это всегда у нас ассоциируется с усталостью, с чем-то, что нужно преодолевать, а здесь вы ничего не преодолеваете, вы просто вот рады тому, чем вы занимаетесь, и у вас все идет как-то вот само собой, у вас сил даже прибавляется от того, что вы этим делом занимаетесь. Для тех, кто зарабатывает, кто на зарплату работает, четверка мечей выпадает. Карта говорит о том, что либо здесь не будет в достаточной мере оплачен ваш труд в этом месяце, либо вы получите оплату, но потратите ее на отдых, на отпуск, на восстановление сил. Вот карта говорит о том, что вам необходимо деньги потратить на себя, на свое здоровье, на свой отдых и, может быть, устроить себе какой-то праздник, чтобы захотелось что-то новое начать, захотелось жить, захотелось как-то решать вот эти вопросы, которые от жизни приходят. Да? То есть отдых вам нужен обязательно, обязательно потратьте на себя какие-то средства. Для тех, у кого свое дело, по императору могут приходить очень хорошие деньги от бизнеса, от вашей какой-то, ну, как бы смекалки, да, то есть вы успеете как-то среагировать и воспользоваться тем, что происходит, допустим, в стране, тем, что происходит в мире. Вы как-то сможете организовать процесс так, чтобы у вас либо одной большой крупной суммой был доход в этом месяце, либо он был постоянный, и вы вообще совершенно не заботились о том, что вам нужно как бы думать о том, сколько у вас денег, как они будут к вам приходить. То есть вы один раз настроите этот поток, и так они и будут к вам поступать. Но карта говорит о том, что нужно в самом начале обязательно вложиться, нужно все отрегулировать, нужно создать безопасность для денег и для бизнеса. Нужно, может быть, договориться с людьми, которые властью облачены. То есть здесь вот не все так просто. То есть сначала нужно постараться, поработать, да, а потом уже только эти деньги будут течь и обеспечивать стабильность, обеспечивать безопасность и так далее. Кроме того, здесь ваши деньги могут, конечно, зависеть и от законов, которые принимаются в это время. То есть здесь, конечно, могут быть и ограничения от вышестоящих. Давайте посмотрим, что весам советуют метафорические карты, что вы еще не знаете и что вам помогло бы в этом месяце. И совет. Итак, смотрите, вы не знаете, что у вас, в принципе, сейчас замечательное время для того, чтобы подняться. И те сложности, которые происходят сейчас в вашей жизни, они вот как раз для того и даны вам, чтобы вы проявили самые лучшие свои качества, чтобы вы как-то включились в ситуацию и почувствовали, что никто за вас ничего не сделает, чтобы вы почувствовали свою силу, почувствовали свой стержень и использовали все, что происходит вроде бы так болезненно, да, использовали себе на благо. То есть вот
то, что происходит для вас сейчас и кажется каким-то сложным, трудным, ненужным, оно на самом деле вам очень полезно. И скоро вы это оцените. То есть вы благодаря вот этим сложностям подниметесь на какую-то вершину своих планов, может быть, осуществите какую-то свою мечту, может быть, что-то решите в личных вопросах. В любом случае здесь у вас идет какая-то удача, подъем, хоть и сложный. А теперь совет для весов на этот месяц. Карта говорит о том, что нужно обязательно быть собой. Нужно обязательно держать в своих руках вот те обстоятельства, которые от вас зависят. А то, что от вас не зависит, то отпустить, совершенно не обращать на это внимания. То есть стараться жить на светлой стороне, стараться жить вот в том мире своем, который вас радует. И если кто-то в ваш мир вторгается, если кто-то не дает вам жить так, как вам нравится, как вам хорошо, вам нужно, конечно же, отказываться от таких связей, от таких отношений, от того, что вам мешает. И вообще нужно стараться все-таки меньше контактировать с негативом в этом месяце, чтобы вас это вообще не отвлекало от каких-то личных целей. И тогда у вас есть возможность очень хорошо вот реализовать себя в этом месяце, реализовать свои планы. Что-то такое начать делать, что, может быть, вы всегда мечтали. Друзья, желаю вам прекрасного месяца, желаю, чтобы только лучшее для вас бывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.